Ожидаю от этого турнира, конечно, медаль. Хочу занять призовое место и красивой борьбы. Наблюдаем за поединками. В Ингушетии стартовало первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок. Что мешает вернуться домой? Обживание приграничных территорий селений Датых и Алкун обсудили в правительстве региона. Диагноз при поступлении: у ребенка закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом средней трети левого бедра со смещением отломков. 90 нарушений ПДД дали о себе знать. Водитель с привычной для себя скоростью в темпе сбил пешехода и скрылся. Подробности аварии в Магасе. Вместе весело шагать и на службу налегать. Очередную группу призывников проводили теперь уже в Хабаровск. В эти антологии вошли произведения на 55 языках народов России. Все это, весь проект задуман для поддержки национальных литератур. Возрождаем традиции. Антология «Современная литература народов России» была презентована в Национальной библиотеке. Это новости 24. Добрый вечер. В Ингушетии впервые проходит первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок. За схватками наблюдают во дворце спорта Магас имени Берда Ивлоева. В республику съехались сильнейшие дзюдоисты из более чем 50 регионов страны. О том, что именно Ингушетия примет соревнования такого уровня, стало известно год назад на элитном турнире по дзюдо «Мастерс-2017» в Санкт-Петербурге. Наш регион выбран не случайно. Здесь заражены этим боевым искусством. По данным Минспорта, в республике занимаются более 3000 ребят. Секции дзюдо открыты практически во всех школах. Микаил Тангиев расскажет. Не прошло и недели, как в стенах дворца спорта Магас прошли зрелищные поединки турнира М1 «Битва нартов». А сегодня в большом спорткомплексе стартует первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В первый соревновательный день в турнире приняли участие юниоры и юниорки в 4 весовых категориях. Уже во второй раз схватки одновременно проходят на 4 татами. На ковре номер 2 борются дзюдоисты из Москвы и Северной Осетии. Оба спортсмена показывают хорошую технику борьбы и внимательно следят за движениями друг друга. На протяжении 4 минут так и не удалось выявить победителя. Судья объявляет дополнительный раунд Golden Score. Борьба идет до тех пор, пока один из участников не получит балл. И в результате дзюдоист из Москвы одерживает верх в своей первой встрече. Чувствовал себя хорошо, надеялся продышаться. В большей степени так и получилось. Попал соперник хороший, на захватах хорошо работал. Ожидаю от этого турнира, конечно, медаль. Хочу занять призовое место и красивой борьбы. А тем временем на соседнем ковре готовится выйти на татами юниорки весовой категории 48 килограмм. Несмотря на юный возраст, участники хорошо подготовились. Но во время встречи опытнее оказалась спортсменка, представляющая город Орел, Марина Яндиева. 2 техничных приема в азаре в ее исполнении поставили точку в этом поединке. Счет 14-0 в пользу дзюдоистки в синем кимоно. Победила Яндиева Марина. Центр Орел. Я очень долго шла к этому турниру, очень долго ждала этого момента. Ну вот, наконец-то он настал. 2 схватки прошли успешно. Но, думаю, все еще впереди. Всего на турнире от нашей республики выступает 20 дзюдоистов. Трибуны заполнены зрителями, которые активно поддерживают участников первенства. К примеру, Саварбек Азиев болеет не только за своего сына, но и за всех наших спортсменов. Что я могу сказать? Конечно, это радует. Тем более тех, кто любит спорт, развивает молодежь. Стимул республики, как ни говори, наш примерно в Советском Союзе, я сам бывший спортсмен, никак не было такой возможности не заниматься, не выявить способности. Судейскую коллегию на первенстве представляет судьи международного класса, которые отметили, что все проходит согласно международному регламенту, и никаких нареканий касаемо выступлений спортсменов у них пока не возникло. Организаторы справляются, стараются, чтобы все прошло достойно. Спортсмены показывают достойную борьбу. Я надеюсь, что в этих соревнованиях выявятся все-таки те воспитанники спортивных школ, которые будут достойно представлять
сборную страны на международных соревнованиях. Тренеры и наставники также подчеркнули, что каждый раз, приезжая сюда, не перестают удивляться, насколько все организовано. Особенно гости восхищаются современным спорткомплексом «Дворец спорта Магаз». Дворец спорта великолепный вообще. То есть, как бы даже удивился, честно говоря. То есть, как бы, супер современное оборудование, зал, разминочный зал великолепный. То есть, как бы только положительные эмоции, положительные отзывы. Возможности у всех одинаковые. Ребята молодые, юниоры, поэтому как бы побеждать, стараться, состязаться, дерзать. Уже ближе к вечеру состоялось официальное открытие первенства России, на котором присутствовали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, а также олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев и другие почетные гости. Перед стартом звучит государственный гимн. Первым с приветственным адресом к гостям и участникам соревнований обратился глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Я уверен, что в этом году, проведя вот такие масштабные мероприятия, мы с вами в следующем году в Дигичгалендале проведем чемпионат России по дзюдо. Это важная страница истории дзюдо Республики Ингушетии и в целом нашей великой страны. Я хочу огромное спасибо сказать Василию Васильевичу, президенту Федерации дзюдо России, за принятие решения. Спасибо. Ну и, конечно, Валентин Викторович, вам и главному тренеру сборной страны по дзюдо, нашему другу, можно уже назвать и братом, это не будет исключение Эцио. Спасибо большое всем. С праздником, с открытием. Я искренне рад приветствовать всех гостей, всех участников этого турнира. Действительно, мы очень рады, что этот первенство России среди юниоров проходит у нас в Ингушетии, потому что мы сами проходили через этот путь, через этот турнир. И это очень крупный турнир, это начало спортивной жизни. Я надеюсь, что все гости, все участники будут рады этому организации. И просто хочу пожелать всем успехов и побед. Пусть победит сильнейший. Завершением спортивного вечера стало торжественное награждение победителей и призеров первого соревновательного дня в 4 весовых категориях. Первую тройку лидеров среди юниоров чествует министр спорта региона Даут Алхазуров. Золотой медалью награждается Борисова Ольга, Санкт-Петербург, Приволжский федеральный округ. Это только начало. Впереди нас ждут еще более зрелищные схватки. Соревновательная программа рассчитана на 4 дня, в ходе которой медали первенства будут разыграны среди юниоров и юниорок в 8 весовых категориях. Михаил Тангиев, Адам Дулаков, Новости 24. В ходе разминирования территории Обенского ущелья в Джирахском районе Ингушетии с начала года проверено 68 гектаров. Обнаружено и уничтожено 540 взрывоопасных предметов. Об этом в ходе совещания с главой Юнусбеком Евкуровым сообщил старший оперативной группы Южного военного округа Вооруженных сил РФ Борис Алешин. По словам Бориса Алешина, также дополнительная очистка от взрывоопасных предметов была проведена в ущелье Шондон Джирахского района. В результате обследования 35,5 гектаров местности было обнаружено 6 взрывоопасных предметов. Как сообщил старший опергруппы ЮВО ВС России, задачи по разминированию на 2019 год уже обозначены. Они определялись, исходя из зафиксированных подрывов крупного рогатого скота на сельхозугодьях ущелья Шондон. Площадь проверяемой территории составит порядка 15 гектаров. Всего с начала выполнения задач в ущельях республики проверено 453 гектара. Обнаружено и уничтожено 989 взрывоопасных предметов. Пора домой. Вопрос обживания селений Датых и Алкон обсудили на правительственном совещании. Приграничные территории не должны пустовать. Сейчас составляют списки бывших жителей этих мест, готовых вернуться. Но для этого необходимо подготовить почву, то есть разобраться с коммуникациями, отремонтировать дороги, обеспечить занятость сельчан. В общем, поработать над реальной перспективой развития этих населенных пунктов. Что уже удалось сделать, расскажет Амина Бокова. Это уже второе совещание под руководством премьер-министра республики, посвященное социально-экономическому развитию сельских поселений Датых и Алкун. В прошлый раз правительственная группа выехала на место для осмотра территории. Уже тогда были определены приоритетные направления для развития этих мест. Одно из главных – вернуть жителей в село Датых, которые покинули его в неспокойные годы. Изначально здесь насчитывалось более 300 домов, осталось 18. В первую очередь Делимхан Евлоев поручил ответственным лицам решить проблему
проблему некачественных дорог. Они находились в плачевном состоянии. На сегодняшний день этот вопрос полностью решен. По моей информации, работа проведена по дороге, которая идет до Тых. Значит, полностью заасфальтирован участок дороги в Верхнем Алкуне. Премьер-министр отметил, что ведется активная работа по составлению списков бывших жителей села, готовых вернуться. По его словам, необходимо проводить работу с людьми, непосредственно проживавших на данной территории, а не просто юридически зарегистрированных в сельском поселении. Ну а далее Кабинет министров внесли свои предложения по созданию комфортных условий для проживания в сельских поселениях Алкун и Датых. Развитие на территории муниципального образования историко-туристических маршрутов, организация санаторно-курортного лечения, развитие гостиничного бизнеса и возрождение и развитие сельскохозяйственных пунктов Датых народно-художественных промыслов и ремесел. Приоритетным направлением власти видят в развитии животноводства и историко-туристических маршрутов, в том числе и дальнейшему предоставлению личных домов в качестве мини-гостиниц для увеличения турпотока. Также были озвучены идеи для реализации проектов с участием инвесторов в рамках программы «Социально-экономическое развитие Ингушетии» на 16-25 годы и программы развития СКФО на период до 2025 года. Организация производства по разработке датыхского месторождения каменной соли. Также мы обращались к Роснедра, у нас там пока данных нету по соли. И развитие лесозаготовительного производства и первичной переработки древесины. Это предложение было в администрации Сунжинского района. Они сами готовы предоставить площадь земельного участка порядка 1 гектара, где можно организовать это. На совещании также были озвучены вопросы, связанные с улучшением газа и водоснабжения в селах. Все озвученные предложения будут далее дорабатываться Кабинетом министров. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Въездная арка, олицетворяющая братство и дружбу между ингушскими и чеченскими народами, появилась в Сунжинском районе, на границе сельского поселения Серноводская Чеченской Республики и города Сунжа в Ингушетии. Арка определяет территориальную принадлежность земель двух субъектов страны. Первыми через символ крепкой дружбы проехали представители администрации Сунжинского района обеих республик. На открытии присутствовали местные жители. Собравшиеся отмечают, что между нашими народами никогда не было и не может быть никаких границ. Арка своего рода символ мира, способствующий экономической интеграции республик, укреплению братства. Совместными усилиями по соглашению мы решили установить именно вот в таком виде одну такую арку общую, которая обозначает с одной стороны въезд на территорию Республики Ингушетия, с другой стороны въезд на территорию Чеченской Республики. Все это у нас происходило совместно, общими усилиями. И действительно, все-таки хочется отдельно подчеркнуть, что никаких границ между нами быть не может, никогда не было и в дальнейшем, я думаю, не будет. Эти арки установлены между субъектами Российской Федерации, но не между чеченцами и ингушами. Свободно Подобные арки в скором времени появятся на границе между Малгобекским и Надтеречным районами, а также в районе станицы Асиновская. Ветераны боевых действий Чечни и Ингушетии приняли участие в автопробеге с целью укрепления добрососедских отношений между жителями двух регионов. Автоколонна добралась до Магаса, где участники акции почтили память погибших боевых товарищей и раздали в честь них садака. В завершении мероприятия религиозные деятели и старейшины прочитали мавлид в честь дня рождения пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. تاني واشا خير دباهند وي سأجدل تحيت الدوش وي برت خبوش وي تخنا حبي خاب جنوش حبي خبي غلغي وي عغيش غيشا وي حنشو تاع برت دوش قمل دا يودوش ثاني
وی تقام دل دقیقی وی قام سگو دیق دواتک وی نقی هم ملش سگو چقوس غرتی وی دایو دیق غرتی وی واشی لط دیق غرتی تیمبوله تو هم خود دواتک وی تاج دلگی تقن وی حواشقیت حبار کشودیس و بزچ مولت بیت علیه الصلاة والسلام پیغمبر ویش بیت چون تیر مولت دیشه خود وی واشی قمل ده برد بیزم بیا تن آغایش شده تن آغایش شده اشته وجری مغلی مول واشته گرگلو چام مولای تان از گرگلو دچا یوی وجری استانی وجری حبیقی بیغتا تانی قمل ده دوی ترچه برد خبل ده اند تروی تقم دل ترک حق اند تروی ده اند سنداش کی داله برد سبول مسنی و تقم دل تانه اوه داش موتیو حقوق دق الدنيا مال ده يقي وانا احرم مش خير دات خير جويا دوما دات ويا تم آدم هوا خاده وأمده وجيب عمده إيسلا وإيشات ليتا إيشات من تمش باتا يشخص داغ ورد ديزوي أكيجي شري قدو مش داخل ويخيط شعنا وان قيو شما دات. В Магасе на площади Алания накануне совершен наезд на 13-летнего подростка. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении детской республиканской клинической больницы. Подросток шел по пешеходному переходу. Водитель явно спешил, сбил на большой скорости мальчика и скрылся с места преступления. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняет следствие. Подробнее расскажет Ирина Цычуева. Наезд на 13-летнего подростка произошел именно на этом месте, когда он переходил дорогу в положенном месте. После случившегося дорожно-транспортного происшествия ребенка откинул на 23 метра. Здесь до сих пор остались следы крови. И вместо того, чтобы отвезти ребенка в больницу, лихач просто скрылся с места ДТП. Но здесь еще одно отягчающее обстоятельство. Нарушитель ранее привлекался к административной ответственности. Помимо прочего, невольно возникает еще один вопрос. Почему его не лишали водительского удостоверения? Сотрудники МВД поясняют, за подобные нарушения права, к сожалению, не отбирают. Но в сложившейся ситуации против него будет возбуждено уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняет следствие и медицинская экспертиза. 2005 года рождения ребенок. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, управляя автомобилем, превысил установленную скорость по предварительным данным, совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка Гагиева Сайфуддина Багаудиновича. По проверке базы данных ФИС ГИБДД, когда мы проверили по базе данных данного водителя, привлекался ли он к административной ответственности, нами было выявлено, что водитель данного автомобиля Вашигуров, 87 года рождения, был привлечен к административной ответственности неоднократно, 93 раза был привлечен к административной ответственности по статье 12.9 части 2-3 за превышение скорости. После ДТП ребенка сразу доставили в республиканскую клиническую больницу. После оказания экстренной медицинской помощи подростка перевели в реанимационное отделение ДРКБ. Он получил различные травмы. Сейчас мальчик находится в сознании. Состояние его врачи оценивают как стабильно тяжелое. Диагноз при поступлении у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом средней трети левого бедра со смещением отломков, множественные ушибы мягких тканей лица, туловища и конечностей, ушиб легких. Значит, все необходимые исследования на данный момент ребенку выполнены. Ребенок проконсультирован, осмотрен, проконсультирован нейрохирургами, травматологами, хирургами и окулистами. 13-летний Сайфуддин Гагиев живет в Магасе, но учится в селении Алиюрт Назрановской районной гимназии. На успеваемость школьника преподаватели не жалуются. Мало того, он отличник и проявляет творческие способности. Мы очень расстроились, потому что именно этот ребенок, он хороший художник у нас. Он побеждал в конкурсах всероссийского масштаба и вообще золотой ребенок. Классный руководитель Сайфуддина Гагиева с особой гордостью показывает отметки своего ученика. За весь учебный год мальчик ни разу не пропустил школу, пользуется большим уважением у одноклассников. Я не могу вспомнить ни одного его проступка. Систематически посещает занятия, на уроках внимателен, наблюдателен, всегда имеет свою точку зрения на любой вопрос. Замечательный ребенок. Ничего отрицательного не могу сказать. Да, Алмаш улучшен везде. Я желаю ему здоровья, для того, чтобы он выздоровел поскорее, чтобы возвращаться в школу.
Сайфуддин вместо того, чтобы получать знания со своими одноклассниками, теперь вынужден проходить лечение в больнице. А всего этого можно было бы избежать, если бы автолюбители не превышали скорость, не нарушали ПДД, тем самым не подвергали опасности жизни других людей. Рина Сычоева, Магомед Даскиев. Новости 24. Сегодня в региональном штабе Общероссийского народного фронта вручили сертификаты участникам проекта «Школа общественных экологических инспекторов». Цель проекта – привлечение активных граждан к участию в контроле охраны окружающей среды. В его рамках были проведены ряд бесплатных семинаров, которые размещены на официальном сайте ОНФ. Занятия проводили эксперты Общероссийского народного фронта, депутаты Госдумы и сотрудники Росприроднадзора. Сертификаты о прослушанном курсе вручили 9 активистам движения «Экодозор», организованном в Ингушском госуниверситете. Общественный экологический инспектор – совершенно новая категория граждан, которая имеет возможность на добровольной основе помогать в выявлении правонарушений в природоохранной зоне. Обучение у нас проходило 1,5 месяца. У нас каждую пятницу проходили лекции по 2 часа. И на каждой лекции у нас была своя определенная тема. То есть для того, чтобы проводить эти работы, мы должны быть подкованы как с точки зрения юриспруденции, так и с экологической точки зрения. То есть знать основу и базу этих направлений. И потому мы изучали, как выявлять эти правонарушения, куда обращаться в случае выявления, как оформлять и как нам поступать в данном случае. В дальнейшем эта грамотность, это обучение, оно им поможет и по жизни. Надеемся, что в школу инспекторов придут большее количество людей. Через год они должны будут переподтверждать свое звание, да, инспектора общественного. И таким образом мы очень надеемся, что количество наших слушателей будет увеличиваться. И волонтеры, и студенты, вот люди, которые заняты, которые неравнодушны к беспорядкам в природе, да, они будут привлекаться и приходить с удовольствием проходить обучение. Путь на Хабаровск сегодня держит 8 новобранцев из Ингушетии. Как и полагается, для них провели торжественные проводы в присутствии родных, друзей и старших по оружию. Слово Зелимхану Калоеву. К военной службе годен. После этих слов в центральном военкомате призывники превращаются в новобранцев. Гражданские вещи отправляются в мешок на хранение. Основная одежда, военная форма. Все необходимое выдают, начиная от перчаток, заканчивая щипчиками для ногтей. Так какие они современные призывники? Чего ждут от армии и зачем идут служить? А все потому, что Родина-мать зовет. Правда, это не единственная причина. Мечтающим связать свою жизнь с военным делом и устроиться на работу в правоохранительные органы без военного билета никуда. Вот и Беслан Тимурзиев сразу после университета сам решил пойти в армию с перспективой на будущее. Год службы призывников уже не пугает, тем более в современной армии нет нарядов по кухне и уборке территории. Все это делают подрядные организации, поэтому многие стереотипы отпадают сразу же. Воин осваивает только профессиональные дисциплины. Правда, ограничиваться таким коротким сроком некоторые ребята не намерены. Элитный войска же андерстах летчик что за дэмэс дикян хазат эмбэнс выбртэрс. Всего же в этом году на службу в армию со всей страны должны отправиться почти 133 тысячи молодых людей. Из Ингушетии в течение всей осенней призывной кампании отобрали 300 человек, на 100 больше, чем в прошлом году. Сегодня ряды элитных войск ВВС пополнят 8 человек. Перед отправкой каждого особые напутственные слова. Капустин, Аряхов, служить ракетные войска стратегического назначения. Герой Советского Союза Хоменко Александр Васильевич Ахарбаш, со Шица Ханна Нохчи Валая Хабитич. Дерегиш Лахтиш, Эдмуштик, Сиетер Хаарвяха, Шецукама Халар, Шецу Мортбутиш Халар. Дериги дени сайкара соғат хадалсан үш тос кетірсі. Şu anı takımı derig içi halkayık halkayık anti düşüyorlar. Armiyada düşüyor.
Уже через пару дней они окунутся в настоящую школу жизни. Впрочем, офицеры между собой шутят. Современная служба солдата-срочника пролетает незаметно. Только волосы на голове отросли уже дембель. После срочной службы всегда можно остаться по контракту. Словом, ингушские призывники всегда отличались успешной службой. Наши ребята, которые вот сегодня идут в армию, поставили себе задачу. Мы должны показать всей стране, что мы дисциплинированы, мы умные, мы способны. Тогда, чтобы каждого узнал из Ингушетии, благодарю за службу. Вот это будет тот нормальный подход. И это еще одна вещь, которая так называемый социальный лифт сегодня. Возможность подняться высоко по социальному лифту и иметь и награды, и иметь все, что необходимо в этой жизни, и прославить и свой род, и своих родителей, и все остальное. Все нововведения за последние несколько лет направлены на создание условий для продуктивной службы. В столовых можно выбирать блюда, а в дневном расписании появились перерывы на отдых и свободное время, плюс дневной сон. В такую армию Зарема Гадабошева отпускает своего сына со спокойной душой. Соготом хоги это хоз нормально цавиш дикретерсон хоз отслужить воен билет хоз хамму хоги цанда хатсон согучва хоги. Родители всегда могут приехать на выходные, а созваниваться хоть каждый день. Для этого новобранцам выдадут льготные сим-карты. Мамам так спокойнее. Провожают своих ребят, как обычно, дружно, всей семьей. Многие из них идут по стопам своих отцов и дядей, которые четко обозначили им священный кодекс воина. Главным образом, самостоятельность в армии отсутствует. Самостоятельность бывает, в какой-то мере мужское сила появляется в армии. Бывалые юноармейцы, которые уже отслужили в армии, дают новобранцам дельные советы. Военно-воздушные силы по праву считаются самыми престижными войсками в нашей стране. Функции этих бойцов входит в широкий спектр задач. Они борются с противниками в космосе и под водой. Свои призывы Ариака, элитный войска, захожу на ВВ, когда ВВС, авиационный полк же, военный, так ёл армия стекли, ёл части войска стекли, дико ёл бакулы кейнер, хаушбал, е покупатель, а камелдыч. Мы даже удивляемся, мы иной раз где не получается, именно в вашу республику, где вот приезжаем. Именно с элитных частей мы приезжаем, и вот как вам удается, не всем так удается. Путь для ребят предстоит не близкий. Холодный Хабаровск, где средняя температура зимой 20 градусов по Цельсию. Уже через 2 дня они услышат свои первые ротоподъем. А пока зажигательная лезгинка. Зелимхан Калоев, Марбек Миржоев, Новости 24. Более 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. На сегодняшний день максимальный размер материнского пособия составляет 24 тысячи рублей в месяц. Увеличится в следующем году и размер единовременного пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Если в этом году максимальный размер такого пособия чуть превышал отметку в 282 тысячи рублей, то в следующем году он составит уже более 301 тысячи. Новый уровень развития национальной литературы так определили мероприятие в Национальной библиотеке. Там прошла презентация издания антологии «Современная литература народов России». Ингушетия представлена произведениями 10 поэтов и писателей, среди которых Султан Шадиев, Батрудин Гарчханов, Лейла Тамасханова, Лида Евкурова. Народное сознание, выраженное во времени, это и есть история. Ну а история, помноженная на литературу, рождает дух, быт и язык целой нации. Немного философии в репортаже нашего корреспондента.
В Национальной библиотеке имени Джамалдина Яндиева состоялась презентация масштабного литературного проекта «Антология. Современная литература народов России» в двух изданиях «Поэзия» и «Детская литература». Выход книг в свет стал возможным благодаря госпрограмме поддержки национальных литератур народов России, разработанной в 2016 году. В зале Национальной библиотеки собрались члены Союза писателей Ингушетии, в их числе, конечно же, и сами участники презентуемого проекта, молодые авторы, начинающие литераторы, читатели библиотеки, студенты и школьники. Грандиозный проект «Антология». Если будет 4 тома, это еще лучше, но, по крайней мере, первые 3 тома, они обнадеживают. Просто мы отвыкли от советского времени, когда была пропаганда литературы народов Советского Союза. Давно отошли от этого. Раньше знакомились с литературой, искусством, с народом по литературе, по писателям. И сегодня уже ушли от этого, кажется, мы уже возвращаемся к тому прошлому хорошему. Заместитель министра культуры Ингушетии Людмила Гитагазова поздравила всех с выходом антологии, назвав выход в свет этих изданий большим событием литературной и культурной жизни нашей страны. 2019 год по объявленным языком народов, коренных народов России, это имеет очень большое и важное значение. И мне поэтому хотелось бы всем вам, кто принимал участие в создании произведений писательских, поэтов, писателей, весь редакционный совет, который наш, практически не имея никакой поддержки, проводил эту работу, пожелать вам всем здоровья и с тем, чтобы у нас с вами дальше было желание работать, продвигать наших с вами писателей, поэтов. Участие в этом масштабном проекте приняли 10 ингушских писателей и поэтов. В качестве автора в антологии «Поэзия» выступила Ашат Кадзоева, которая является не только сотрудником библиотеки, но и талантливой поэтессой. Ее стихотворение зачитала коллега Марет Плиева. Гамлет Дунена док их калил, хылыр еца хылыр, валыр таусыр. Выступавшие на презентации отмечали, что выход в свет издания, объединившего в себе творчество поэтов многонациональной страны, очень ценно как для развития литератур и языков российских народов, так и в деле укрепления межнациональной дружбы, единения и взаимопроникновения различных культур. В эти антологии вошли произведения на 55 языках народов России. Все это, весь проект задуман для поддержки национальных литератур Российской Федерации. В мировой практике подобных широкомасштабных проектов еще реализовано не было. Это первый. И это огромное событие в развитии национальных литератур нашей многонациональной страны. Творческую часть мероприятия украсили воспитанники Центра детского и юношеского творчества, которые представили литературную композицию из произведений ингушских авторов, вошедших в антологию «Детская литература». Спеши, малышка, не забудь. Всегда, сегодня, завтра, впредь ты сердце матери согреть. Пускай бесчисленно родня и у тебя, и у меня. Участие ингушских авторов в проекте антологии «Современная литература народов России» значительно расширило представление ингушской национальной литературы в общероссийском и мировом литературном и культурном пространстве. Зелимхан Калоев, Зарема Евлоева, Мадина Евлоева, Новости 24. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают психологи. И хотя он пока официально не утвержден, работа этих специалистов важна в нашей современной, полной переживаний и стресса в жизни. Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества. В этот день традиционно проводятся лекции, совещания и семинары, посвященные психологам и психологии в целом. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. В студии была Лайла Цурова, и до встречи в эфире.